Есть адреса политических заключенных, эти адреса есть еще на Dissident Buy. В том числе на этом сайте список людей, которые на данный момент не признаны политическими заключенными. И также на этом сайте сейчас есть открытое письмо, открытая инициатива о том, чтобы поменять подход к признанию людей политическими заключенными. На данный момент людей, которые применяли насилие, якобы не признают политическими заключенными до суда. Их признают только после суда. И все это время, пока они сидят и ждут суда, они лишаются поддержки, лишаются права на то, чтобы это было гласно, чтобы о них писали в СМИ. И это неправильно, потому что на данный момент в Беларуси такая ситуация, когда насилие в отношении сотрудников органов милиции – это наше право на защиту. И все мы это понимаем. Потому что люди, которые называют себя сотрудниками милиции, являются просто бандитами, которые нападают на людей, насилуют, убивают, избивают и так далее. И наше право на защиту себя и своей семьи мы должны соблюдать и поддерживать. И этих людей также нужно признавать политическими заключенными. Что мы предлагаем как соорганизаторы акции «Белорусов в Варшаве»? От белорусов Варшавы, как от инициативы, также подписать это открытое письмо на Dissident Buy. Поэтому я не знаю, каким образом мы тут проголосуем. Я думаю, что, наверное, просто если кто-то категорически против, он подойдет, об этом скажет или выскажется. Сегодня также открытый микрофон. Если вы считаете, что этих людей не надо признавать. Но я думаю, что, мне кажется, что все мы думаем об этом, знаем об этом. И я думаю, что никто не будет против о том, если мы подпишем это открытое письмо от инициативы «Белорусов Варшавы». Хотите, давайте проголосуем прямо сейчас. Я предлагаю подписать открытое письмо Dissident Buy ребят Касимеровых, которые говорят о том, что нужно изменить подход к признанию политических заключенных. Есть кто против? Есть кто за? Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Пишите, пожалуйста, письма политическим заключенным и тем, кто не признан. Приходите к нам на инициативу в 11 часов каждое воскресенье в хаб. Пишите письма. Вот банка для донатов, для марок. Спасибо вам большое. Живи Беларусь! Вы же меня попросили, я вас Я прошу прощения, 2 числа хаб не будет работать, поэтому мы не будем собирать. В следующий раз мы собираемся 9 января на письма. Но на акцию 2 числа мы собираемся, ребята. Поэтому привет. Спасибо. Здравствуйте. Как вы знаете, 22 декабря фашистский суд вынес ужасные и самые большие в истории белорусских протестов сроки белорусским анархистам. Игорю Оленевичу 20 лет, Сергею Романову 20 лет, Дмитрию Рязановичу 19 лет и Дмитрию Дубовскому 18 лет. Эту группу называют ошибочно в СМИ группой Оленевича. Это неправильное название. Это группа анархопартизан. Это 4 индивида, каждый из которых участвовал в принятии решений. Игорь, может, самый известный из них, но не лидер и не глава этой группы. И его срок во многом такого размера именно благодаря тому, что СМИ приписывали ему главенство в этой группе. Эти люди с оружием в руках выступили против этого фашистского режима. Все эти 4 человека идейные революционеры и анархисты. Они не в первый раз сталкивались с давлением со стороны этого режима. Игорь был осужден на 8 лет, отсидел около 5. Сергей Романов также сидел в тюрьме, Дмитрий Рязанович сидел в СИЗО, а Дмитрий Дубовский был 10 лет в бегах по делу 2010 года. Несмотря на все это, люди в 2020 году, видя, что происходит в нашей стране, видя весь этот разгул беззакония, это насилие, этот государственный узаконенный террор, они, зная, что их ждет, зная всех угрозах к свободе и даже жизни,
взяли в руки оружие. 2 пришли в Беларусь нелегально. 2 присоединились к Беларуси и провели несколько успешных и дерзких акций прямого действия, направленных против инфраструктуры этого фашистского режима. К сожалению, наших героев задержали. Их взяли на границе. И взяли их благодаря доносу бдительных граждан, которые решили, зная всю ситуацию в стране, сообщить, что в районе границы заметили подозрительных людей. Сегодня эти люди получили огромные срока. Но они до сих пор считают что шли верным путем и продолжают поддерживать наше сопротивление. Суд был закрыт, мы не знаем всех материалов, мы не знаем всех свидетелей, мы не знаем лживых показаний, мы их не слышали. Но мы знаем, что приговор несправедлив. Все это знают. Даже правозащитный центр «Весна», который максимально долго тянул с признанием их политзаключенными, в итоге признал их политзаключенными. И сегодня только от нас с вами здесь зависит, выйдут эти ребята через 18 или 20 лет, или выйдут раньше. Самое малое, что мы сейчас все можем сделать, это написать им письма. Про инициативу с письмами говорили только что. Письмо — это самое малое. Второй шаг — это финансовая помощь. На платформе Байсол есть сбор на анархопартизан. Вы можете сбросить там. Также есть организация «Анархический Черный Крест», которая занимается, белорусский, которая занимается поддержкой анархистов и антифашистов, в том числе анархопартизан. Вы можете задонатить им, указав, что эти деньги должны пойти на помощь этим героям. И самое главное, что мы должны продолжать выходить и бороться, и готовиться к решительному бою. Все мы видим, что этот фашистский режим сам лично раскачивает лодку так, как никто из радикалов не мог бы раскачать. Они раскачивают ее ежедневно своими ужасными действиями. И когда-нибудь люди не выдержат и выйдут, и будет та последняя битва. И мы должны быть к ней готовы. И в этот момент не сидеть где-то в интернете и критиковать цветочников и писать за радикальные действия, как любят многие, сидя в Польше или где-то еще. А в момент, когда народ восстанет еще раз, мы все должны вернуться домой, как сделали наши герои, и нанести сокрушительный удар по этому фашистскому режиму, чтобы Беларусь наконец-то была свободна! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, у нас тут маленькая техническая неполадочка. Тогда я поговорю, пока тут только решаются вопросы. Пару слов скажу. Дорогие, поважанные белорусы, вы мне мешаете, можно я скажу? У меня микрофон, добре? Я хочу нас усіх, вас, мои родные, дорогие сябры, поздравить со святом, повіншувати, с Рождеством Христовым. Як сказал ксёндз Барок на ночной мши, якая была тут у касцёле на 3 крыжы, была мша на белорусской мове. Собралось было много белорусов. И ксёндз сказал, что пришлось Беларуси Христу родиться в этот час, и он бы народился в нашей краине, то и он бы народился на крестине. Это вельми правильное слово. Ось. И самое главное, что сказал ксёндз Барок, сказал, самое большое ожидание у его в этой святой, у нас у кожного, как белорусу был белорус. Как мы были все разом, как было у нас объединение. Бо мы повинны разуметь, что у нас одна головная цель, мета, и одна головная у нас цель. И один ворог у нас. И мы не повинны забываться, что ворог у нас один. И змагаться мы повинны с ним, с ворогом, с тем, который захватил Уладу, бандитская группировка, которая захватила Уладу у нас в Украине, а не змагаться поміж собой. И в это свято давайте мы узгадаем, что мы белорусы, что у нас повинна быть солидарность поміж собой, что мы повинны один другому допомагать, выслухивать и не свариться.
Толькі так, калі мы будзем усе разам, толькі там так мы зможам перамагчы. А калі мы будем сварыцца, гэта только на руку гэтай бандыцкай уладзе, которая захапіла ўладу. Яны пишут в этих желтых сливах, сидят, смеются и потирают руки. Давайте не будем давать им больше повода, каб им доставлять гэткую асалоду. Беларусу. У нас один ворог и одна у нас цель. Перамога и знішчэнне гэтай бандыцкай улады. Жыве Беларусь! Ну, все у нас оставалось, у нас все добро. Ну, пока еще есть хвилинка, я хочу рассказать вам про такие пригожие хустки, которые зараз у нас. Мы сегодня будем спевать о таких пригожих хустках. Такие хустки у нас вырабляя наша рукодельница Ганночка Коновалова, вона тут стоит. Вот, эти хустки сегодня рекламуем их. Яны вельми теплые, они зроблены ейными ручками. У этой хустки столько добра, пяшчоты. За гэта у них так тепленько и утульно. Ганна продает гэтыя хустки. Можете у нее запытать про цену. У нее не только хустки, все это лишь шкарпеточки, рукавички, жалетки. Все вот из натурального козьего пуха. Все зроблено ейными ручками. И так само, как мы будем куплять гэтыя речи, мы будем помогать Ганне тут выживать ейными внуками. Сведом, якой тяжкой, на яких тяжких обставинах находится зараз Ганна тут. Тому глядите, вот Настя, ходи покажи. Вот те пригожие хусточки, покажи, Настенька. Вот те хусточки бабуля робит. Смотрите, какая красота. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Минск, Варшава! Wspólna sprawa! Minsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Minsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Беларусь будет вольной, без Лукашенки, диктатора. У нас вольный микрофон. Кто хочет сказать несколько слов? Так, маленькая заменочка. Можно музыку включить? Тут сейчас музыку включить. Знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем